Их подвиг действительно отозвался в вечности. И он не нуждается в кино с претензией на «Оскар». Нуждается он в нашем почтении, нашем внимании. Мы должны будем помнить, что каждый наш поступок, каждый успех, каждая победа, все, чего мы достигаем, это отзвук жертвы героев Великой Отечественной. 101 год назад в небольшом селе Алатырь появился на свет будущий герой Советского Союза, легендарный летчик-истребитель Александр Васильевич Кочетов. 95 лет спустя его правнучка Аделина Сотникова выигрывает золото на Олимпийских играх в Сочи. Несгибаемый характер, стойкость и бесстрашие Кочетова безусловно передались его правнучке. Нет, они никогда не виделись. Александр Васильевич ушел из жизни за 2 года до рождения Аделины. Но его имя в Республике Чувашия помнят и уважают по сей день. Конечно же, имя Героя Советского Союза, оно у многих на слуху. То есть многие знают Александра Васильевича Кочетова. В городе Алатырь, в городе Чебоксары имеются улицы, названные в его честь. Также кадетский корпус Приволжского федерального округа, находящийся в Чебоксарах. Кадетский корпус имени Кочетова в 2018 году сменил прописку. Теперь это новое современное здание, где учатся как мальчики, так и девочки. В главном холле портрет Александра Васильевича по соседству с Гагариным, Жуковым и Суворовым. А юные кадеты знают о подвигах Кочетова гораздо больше, чем о победах его внучки. Александр Васильевич Кочетов, герой Советского Союза, летчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны. 19 апреля 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза и награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Также ему присвоены ордена Красного Знамени, Ленина, Отечественной войны первой степени. Кочетов занесен в почетную книгу трудовой славы и героизма Чувашской АССР в 1978 году. Более 500 боевых вылетов, 44 сбитых самолета противника, звание Героя страны и народное уважение Александр Васильевич Кочетов получил еще до завершения Великой Отечественной войны. Воодушевленные его подвигом местные жители, то есть жители города Алатырь, они начали сбор средств для постройки самолета. Этому веянию последовал один из председателей колхоза в конце года, и его дивизии было вручено 2 самолета. Скажем так, показатель народной любви, уважения. В послевоенное время Александр Васильевич работал в школе и системе ДОСААФ. Много общался с молодым поколением. Сегодня уже наша очередь рассказывать о герое СССР. Его личные вещи и документы хранятся в Госархиве и музее Чапаева в Чебоксарах. А онлайн-выставка символично называется «Небо выбирает отважных». Кочетов, он всю свою жизнь, можно сказать, посвятил именно небу. И после войны он тоже подрастающее поколение прививал подрастающему поколению любовь к родине, к небу через патриотическое воспитание. Аделина Сотникова своей победой на Олимпиаде подарила всем нам массу положительных эмоций. Ее прадед Александр Васильевич Кочетов подарил нам возможность испытать эти эмоции. Жители Чувашии ждут Сотникову в гости, чтобы получше познакомить ее с историей жизни ее легендарного прадедушки. Александр Пшеничный, Александр Булычев. Чебоксары. Все на матч.